саламатсызбы, урматтуу угарман. Дүйнө дүбүртүү программасын угуп атасыңар. Бүгүн Дүйнө дүбүртүү программасы орус тилинде өтөт. Здравствуйте, уважаемые теле- и радиослушатели. Вы слушаете программу «Дүйнө дүбүртүү». Сегодня программа будет на русском языке. Тема, которую сегодня мы будем обсуждать, она называется «Феномен политического лидерства в 21 веке». Гость программы – экс-министр образования Кыргызской республики, политик Камила Сашикеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Автор и ведущий программы – эксперт по международным делам Эдиль Асмамбетов. Давайте перейдем тогда к первому вопросу, который очень активно поступал на Facebook, WhatsApp. Как вы думаете, вот лидеры 21 века, кто они сейчас? Ну, надо сказать, что сегодня такой вообще широкий диапазон от лидерства 21 века. Но при этом нужно помнить, что появились технологии. И на сегодняшний день, когда мы рассматриваем, допустим, имидж лидера 21 века, мы должны понимать, что технологии могут творить разные чудеса, интересные чудеса. Абсолютно. И тогда получается, что вот сам имидж, который создан, он как бы состоит из того, что он представляет собой реально, и плюс еще какие-то желаемые вещи, которые могут, по-моему, сделать сами технологии. Интересно еще другое, что продолжает, как это и было раньше, вот лидерство делится на вождей и вот уже, так сказать, на настоящих лидеров, вот персон, которые, так сказать, способны проявлять там новаторство, способны рисковать. И самое главное, абсолютно искренне, прямо ставят интересы народа, так сказать, выше своих. А это получается практически самый, наверное, такой основной вот аспект вот такого эффективного лидерства на сегодняшний день. Кто-то даже, вы знаете, вот теоретики, поскольку я так интересовалась вчера, узнав, какой будет формат и тема сегодняшней встречи, они нормально сегодня, оказывается, делят лидеров на вот западный тип, на арабо-исламский тип и на евразийский. И вот к этому евразийскому относимся мы, получается, потому что это какие-то вот, я не знаю, культурно-традиционные качества, которые ожидает наш народ. Вот, потому что орыстардыхы, понимаете, у них все время там Ленин на броневике, там Ельцин на танке, а на чем там Путин бомбардировщик или еще что-то. И получается... Такой образ, да? Да, образ. И вот как бы вот этот образ они любят. И я так понимаю, что имиджмейкеры дальше, вот соединяя все реальное с желаемым, они продолжают создавать вот этот имидж и как бы удовлетворять вот запросы, запросы народа. Да. Это получается вот это лидер, герой, лидер, победитель, абсолютно, да? Абсолютно. Но, к сожалению, сегодня вот все, так сказать, выражают разные абсолютно мнения относительно глобализации, никуда от нее не деться. И как бы то ни было, приходится дальше, так сказать, соединять то, что ты в себе концентрируешь или вот имеешь, или то, что уже давно скультивировано в страну, с тем, что требует глобализации. Потому что глобализация, безусловно, западный стиль лидерства. Там, так сказать, хочешь, не хочешь, но нужно как бы учиться демократии и так далее и тому подобное. Но при этом мы сегодня видим такую разношерстность на мировой арене, что я не знаю, первым, наверное, в голову приходит, я не знаю, вы Трампа хотели, вот если бы вы спросили... Давайте с Трампа начнем. Да, потому что... Все-таки лидер глобальной державы. Понимаете, это вот я для себя, знаете, вот что решила? Что ничто не гарантировано на этой земле, вот на этом свете, потому что мне всегда казалось, что вот есть страна, да, в которой вот так вот твердо и прочно, и они никак не могут вот даже вот, ну никак соскользнуть вот с этих позиций. Сегодня, безусловно, там у них продолжает быть общество достаточно свободным, потому что все
эти эмоции, крики, требования, которые вот происходят, потому что ежедневно смотрю все, так сказать, и европейские новости, и CNN, и все другие, там, скажем, CBS, что-то читаю, Bloomberg News, поскольку Трамп все-таки из бизнесменов. И я, понимаете, я вижу, что, ой, нет, они сумеют, наверное, противостоять этому, потому что пришел к власти просто ярчайший популист. Потому что этот человек, он же во время предвыборной кампании, он нормально работал на свое население. Особенно вот, если он расист, можно было сразу увидеть, когда он обращался к своим белым и говорил: так, вашу работу захватили вот эти мексиканцы. Вот. Они все преступники. Учтите, я все сделаю, чтобы работу, так сказать, вашу вернуть вам. Или я люблю рабочий класс. Вот. Или мусульман надо бояться. Вот они, самая главная угроза нашей безопасности. И вообще это террористы. А там потом выясняется, пожалуйста, вот на сегодняшний день, да, вот, оказывается, ты любишь рабочий класс, и при этом 2 миллиона должен строителям. Вот. 100 с лишним, причем вот эта статистика у меня давняя. То есть на сегодня вполне возможно куча чего уже. Еще больше. Да, даже, да? конечно, конечно. То есть все это раскрывается. Потом смотришь, так все-таки на самом деле мусульмане представляют угрозу вот, безопасности США. А нет. Читай все исследования, потому что они показывают, что количество преступлений, которые совершили те, кто родился в США, значительно больше, чем количество преступлений, совершаемых вот, иммигрантами, вот, которые не родились в США. Вот. Или, я не знаю, там, по-моему, террористы, мусульмане, есть еще же такой момент, когда он сделал этот черный список, в который ввел какие-то страны, да, и не пускает же. Конкретно он постоянно даже повторяет вот этот вот бэн, запрет, так сказать, въезда каких-то стран. Но потом опять ему говорят: господин президент, вы обратите внимание, слушайте, а ведь Катара нет в вашем списке, Египта тоже нет. Саудовской Аравии тоже нет. А вы знаете, вот когда рассматривали, кто вообще виновник или участник вот этих террористических актов, так вот, это вот эти 3 страны фигурируют в первую очередь. Вот. А как раз те 7 или сколько там вот в черном списке, они не совсем там фигурируют. То есть их там нет. И, в общем, ну, тем более первый визит Трампа официальный был в арабский мир, да, в арабо-исламский мир. Да, конечно, что было тоже нетрадиционно. Конечно. И, безусловно, я помню, даже читала потом опять где-то в социальных сетях, когда они просматривали. То есть это же было тоже удивительно. Просто где-то, я вам скажу, какой-то, так сказать, культурный или какой, там, скажем, политический шок для американцев и для мира тоже, потому что все, наверное, ожидали бы от американцев там первый визит в какую-нибудь там Англию, Европу, ну, куда-то. или Мексику, Канаду. Или Канаду, да, вот, или Канаду. Вот. Поэтому тут такая ситуация. И получается, что сегодня вот у власти в США совершенно неординарный президент. И вчерашний Обама, который, так сказать, в какие-то дни и имел достаточно низкий рейтинг, он сегодня просто, мне кажется, идеал. И я вот смотрю, как его прям возводят на пьедестал. И что бы он ни сделал, надо же, вот какой у нас там был президент. Или вот на сегодня, я так понимаю, поднимается его имидж. Я помню, что был такой, знаете, вот Джимми Картер, которого не очень ценили, когда он был президентом, считали, что он слабоватый президент. Но когда он перестал быть президентом, вот дальнейшая его деятельность, она как-то значительно выше сделала его имидж вот, и личность для страны. Вот. И поэтому вот сегодня, я говорю, ситуация с Трампом, она такая, будем говорить, такая достаточно одиозная. Вот. Интересно то, что вот
пришел к власти человек, который руководил бизнесом, и было такое ощущение первое время, и многие так комментировали, что, кажется, вот пришел человек, который дальше теперь путает политику с бизнесом и говорит: уволить, убрать. Ну, вот, как в бизнесе, да, решение принимают? Конечно, конечно. И все как-то ждали, что вот-вот, а может быть, он адаптируется. Причем кто-то умоляет: Господи, дайте ему время. Особенно я так чувствую, что республиканцы или вот богачи там Америки, потому что... В курс дела войдет, да? Конечно, конечно. Но интересно, что вот эти его первые 100 дней, они чем закончились? Он сказал: самые, так сказать, самые прекрасные 100 дней, вот по сравнению, самые успешные 100 дней по сравнению с другими президентами. Меня, конечно, знаете, иногда удивляло, вот, и я даже пыталась узнать, что это такое, потому что вот с точки зрения экономики все же как-то ждут, поскольку он бывший то есть он бизнесмен, вот, и что, скорее всего, влияние будет вот какое-то большое на экономику. И вот я просматривала вот эти промышленные индексы, как они были, какие-то, знаете, моменты, когда вот Dow Jones, он доходил до какой-то небывалой высоты. И я сидела, думала: так, как это сочетается с тем экстраординарным, что происходит вот в том, как он работает в его методологиях, да, как политика. И вот здесь сейчас экономика. Потом все время какая-то статистика появляется, по-моему, у Bloomberg News и так далее, что количество там рабочих мест увеличилось, причем цифры такие внушительные появляются. Но потом, я так понимаю, что мнение разных экспертов сводится к тому, что это продолжает еще работать то, что сделал в свое время Барак Обама. То есть это вполне возможно, да, идет? Это причинно-следственная связь идет, то есть той работы сегодня. Тем более, которая сразу не проявляется через некоторое время. Обычно так бывает, да? Президенты или премьер-министры проводят программы экономических реформ. Но просто я как-то всякий раз думала: слушайте, его целая партия, ведь он нормально выиграл эти праймерис у них и так далее, потому что просмотри, вот как и что. Но надо помнить, что исследования еще показали, что, так сказать, за него проголосовали в основном менее образованные штаты, более образованные за Хиллари Клинтон. И уж сколько там есть вмешательства и так далее, и у них же все эти расследования идут по поводу России, связи и так далее. Это еще все впереди, да? Это, наверное, да, потому что сегодня, видите, о чем все время говорят, вот опять европейские какие-то каналы и так далее, что, понимаете, все ощущают повторение Уотергейта Ричарда Никсона, потому что тогда не столько вот то, что он там, так сказать, оставил жучки в штаб-квартире, там, скажем, Демократической партии, да, вот гостиница Уотергейт, сколько то, как он стал препятствовать вот правосудию и так далее, вот это серьезное преступление для Америки, да. И вот на сегодняшний день опасения, вот, так сказать, опасения или радость это вызывает, я не знаю, потому что я слышу, что вот с этой точки зрения, если посмотреть, то состояние Трампа вроде бы плачевное. Спасибо. Вот есть в политической науке такие требования к лидерам 21 века, которые делят на 3 вещи. Это природные качества лидера, то есть то, что мы называем наследственностью, это его сила характера, воля, обаяние, магнетизм личности, то есть способность привлечь к себе, решительность, даже гипнотические способности, тонкая интуиция. И считается, что наиболее тонко вот из 20 века, кроме Джона Кеннеди, этим качеством обладала Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган и Гельмут Коль. Самое интересное, что каждый из них прошел разный политический опыт. Кто-то был киноактером, кто-то был преподавателем, кто-то занимался политикой профессионально. Но в конце концов они смогли сделать очень большие сдвиги в своих странах, реформах, чтобы страна соответствовала. И если брать профессиональные качества лидеров 21 века, то там на первом месте выступает это аналитические способности, умение быстро и точно ориентироваться в современной обстановке, которая сейчас сильно меняется, геополитическая турбулентность.
аргументировать и противостоять чужому мнению или влиянию. Дальше. Интересное такое третье качество – политическая мудрость, компетентность, профессиональное принятие политических решений, талант привлекать к себе людей, владеть ораторским искусством, чувство юмора, способность убеждать и умение вести за собой людей. И вот эти все качества накладываются на то, что все они должны проявляться во время цейтнота. 21 век показал, что любой лидер политический принимает решения не в течение года или 5 лет, как это было в 20 веке. Он должен принимать решения в течение какого-то времени, даже не месяца, а вот по некоторым данным в течение нескольких часов. Как вы к этому относитесь? Вот в Франции новый у них сейчас президент. Я вообще считаю, конечно, так сказать, поскольку я преподаватель курса, который называется «Лидерство», очень много теорий, очень много, я вам скажу, будем говорить, перечней способностей или, допустим, компетенций, которые ожидаются от любого лидера. Но я хочу вам сказать, что то, чем владели, естественно, Джон Кеннеди, Маргарет Тэтчер, вы упомянули... Гельмут Коль, Рональд Рейган. Гельмут Коль, к сожалению, он вчера скончался, Гельмут Коль, потому что я вчера тоже подумала о том, что надо же, тоже знаменитый лидер. И, так сказать, вчера, когда я просто думала о политическом лидерстве, я смотрю, появилась эта информация то ли в европейских новостях или где-то. Но он носит статус объединителя Германии, да? Да, конечно, конечно. И я хочу сказать, что, знаете, на сегодняшний день, на мой взгляд, я даже в своем недавнем обращении в социальных сетях как раз цитировала то, что сказал Джон Кеннеди, когда он пришел к власти. И он сказал, что, понимаете, факел лидерства передан сегодня новому поколению, другому поколению, потому что это поколение должно поменять и политику, и правительства США. И, так сказать, я считаю, что сегодня ситуация такая в нашей тоже стране, что сегодня нам тоже нужно поменять политику, поменять правительство страны, потому что на сегодняшний день мы уже на таком каком-то рубеже находимся, что после уже 25 с лишним лет нам пора пересечь Рубикон, потому что у нас достаточно, мне кажется, образованных, разумных, рациональных людей. И нам бы хотелось, чтобы то, что вы говорите, допустим, аналитические способности лидера, его способность быстро принимать решения, абсолютно принимать решения, все это должно иметь место, потому что, понимаете, на сегодняшний день лидер должен нормально, объективно, адекватно выражать то, что собой представляет население нашей страны. И, безусловно, всегда в любой стране лидером, руководителем является человек, у которого какое-то, будем говорить, неординарное образование. У него есть какие-то способности, которые однозначно его выделяют. Абсолютно, абсолютно. Вы когда сказали, что нужно, чтобы он имел способность принимать решения именно в условиях цейтнота. А вы знаете, что такое реформа? Реформа – это тоже быстро. Никаких этих ожиданий, что вы будете давать сейчас раскачиваться кому-то. Положено тебе 6 лет. Начинай мгновенно, потому что тебе действительно нужно однажды потом отчитаться и сказать: я же вам говорил, что наше общество станет свободным, что в нашем обществе население будет креативно мыслить, что наша страна займет какое-то, я вам скажу, очень даже респектабельное место на международной арене, потому что мы будем аргументировать все свои позиции, что мы сможем противостоять тому, что является, так сказать, тем, что может
может нанести вред нашему развитию, тем, что может, в конце концов, явиться причиной стагнации вот, для нашего развития. И поэтому в этом смысле я бы сказала, что лидер 21 века, он должен, наверное, продолжать вот то, что сделали уже самые эффектные лидеры. И знаете, самое главное, мне кажется, вот это еще лидеры были вот такие самоотверженные. Я особенно обращаю внимание на Маргарет Тэтчер. Боже мой, у нее же было вот такое преданное отношение к стране, вот к ответственности, которую она взяла на себя. Правда, при этом, конечно, опять-таки, какой-то слой населения, я была удивлена, когда вот она умерла, и какое было отношение, так сказать, прямо вот в социальных сетях вот к ней. Потому что мне всегда казалось, что в Советском Союзе она первая, по-моему, по крайней мере, одна из первых лидеров, которая приехала, а женщина-лидер, я теперь вспомнила. И мы все пристально на нее смотрели, потому что Великобритания, потому что премьер-министр. Но было видно, что она обязательно достигнет своих целей, потому что она Маргарет Тэтчер, и она поставилась, вот, так сказать... Железная леди, да? Железная, абсолютно железная леди. А у нас сегодня в нашей стране, чтобы бороться с коррупцией, безусловно, нам нужно будет просвещенное диктаторство, нам нужен будет железный характер руководителя, и при этом куча разных вопросов, которые решаются демократически. Спасибо вам. Вы слушаете программу «Дюйно Дюбертю». Гость программы – политик Камила Шашикеева. Тогда следующий вопрос. Вот то, что вы затронули, интересную тему, сейчас лидерство. Такой вот интересный вопрос. Есть такой русский философ Николай Бердяев, который в свое время вывел коэффициент элиты. Он провел зависимость уровня развития общества от качества политической элиты. И она носит название «коэффициент элиты». Николай Бердяев четко объяснил, что это соотношение высокоинтеллектуальной части населения к общему числу грамотных людей. Если коэффициент элиты приближается к 1%, то это грозит распадом государства, деградацией, застоем в экономике и в общественной жизни, ну и все остальные негативные последствия. Элита превращается в замкнутую касту, лишенную возможности обновления. Если же коэффициент элиты составляет более 5% или приближается к 5%, то это означает, что общество обладает высоким потенциалом развития, оно способно к обновлению и, самое главное, оно способно отвечать на современные вызовы и тренды. И как вы думаете, вот по некоторым данным в США элита составляет примерно 5% в общем, ну, в 5%. И благодаря этому страна как бы инновации развивается, занимает первую позицию в мире как экономическая держава, как политическая, геополитическая. И многие страны стремятся к этому. Вот у меня в этом вопросе, как вы считаете, вообще вот какая-то роль элиты есть вот в современном мире, чтобы вот преобразовать общество? Или все-таки мы уже до такой степени глобализировали, что это решает транснациональные корпорации, а одна личность не может ничего изменить? Ну, когда мы говорим про, так сказать, одну личность, это одна личность. Когда мы говорим про элиту, это все-таки не одна личность. И, на мой взгляд, на сегодняшний день, вот я, так сказать, наверное, я согласна с Бердяевым. И меня беспокоит состояние элиты вот нашей страны. Потому что, как мне кажется, видите, элита всегда, она же еще и зависит от лидера. Потому что лидер же может нормально, так сказать, обозначить для общества, кто является элитой. Потому что если ты, как это, Дон Корлеоне, то элита соответствует опять твоему контенту, твоим амбициям, твоим целям в жизни. И вот в нашей ситуации, мне кажется, что меня очень беспокоит, например,
приход к власти профессионалов, практически всех агентств, которые, так сказать, руководят вот нашей страной или которые определяют развитие нашей страны. Потому что складывается такое ощущение, и каждый, возможно, предложит свой путь, каким образом построить новую элиту. Потому что я, как бы то ни было, я буду, так сказать, строить все на образованности, естественно, на лидерских качествах, потому что просто образованный человек, просто, там, скажем, пионер в науке в чем-то, он не может быть обязательно лидером. Но я понимаю, что профессионализм, компетентность, вот они, так сказать, очень важны. И вот на сегодняшний день у меня, хоть никто мне не дает вот этот процент вот по нашему обществу, по нашей стране, я очень боюсь, что с тем, как происходило, допустим, назначение часто не профессионалов, а критерий, когда насколько ты предан партийная принадлежность, вождю, да? Или кому-то, да, то есть вот здесь все может грозить распадом, и тогда то, к чему здесь вот меня, знаете, дальше беспокоит кто? Я только вчера сидела и думала, вот смотрите, Джусуп Абдрахманов, да, вспомните его дневники, да, я вообще просто поражаюсь, как я, читая его дневники, я просто влюбилась в человека, которого давно нет, да, потому что мне всегда трудно себе было представить, что вот в те времена у нас была такая элита. Или Хусейн Карасаев, да, тоже, посмотрите, боже мой, он привел, оказывается, Юдакина в молодом возрасте. Да. Тогда мне такой вопрос. Вот как вы относитесь к тому, что сейчас вот появляются новые политические элиты в Европе, ну, в США мы поговорили, Трамп. Ну вот возьмем Европу. Совсем недавно на выборах победил молодой 39-летний президент Франции, стал известный, да, человек, который никто никогда не считал, что он может победить, да, и вдруг он побеждает, да. И здесь проблема в том, что одни говорят об этом. Возьмем премьер-министра Ирландии нового, да, который вот избрался только 14 июня. Он вообще интересный человек, это Лео Варадкар, которому 38 лет. И что интересно, он займет пост премьер-министра впервые вообще в истории европейской страны. Он выходец вообще из Индии. У него мама ирландка, отец с Индии, и он будет возглавлять это правительство. Тоже новое явление. Возможно назначение премьер-министра Сербии. Избрание в Восточной Европе. То есть мы видим, что в Европе и в Азии появляются новые совершенно лидеры, которые, может быть, совершенно имеют другую политическую историю, другую политическую наследственность, да, как выражаясь. И они побеждают. Ну, если брать, допустим, буквально 20 лет назад, это было бы невозможно. Как вы думаете, о чем это говорит? Почему появляются такие лидеры, которые мы можем назвать несистемными политиками? Мне кажется, вы знаете, это же здорово. Я просто, я бы сказала, что я салютую, вот, потому что мы каждый раз, мы так радовались, когда Макрон стал лидером. Конечно, мы под впечатлением еще канадца Трудо тоже находимся. Да, Джастин Трудо молодой. Просто восторг. А с чем Макрон интересен? А вот я вам скажу. Дело в том, что я сама вот хотела бы встать вот за вот это новое поколение кыргызстанцев. Потому что, видите, 91 год, развал Союза. Дальше какие-то эксперименты появились там, скажем, в образовании здесь, вот, внутри страны. Безусловно, мы стали отправлять наших молодых людей, и они сами тоже стали отправляться по миру, потому что мы все-таки на сегодняшний день не возражаем против мирового гражданства. Это даже является нормальным явлением, по крайней мере, в тех учебных заведениях, которые я делаю. И я просто что хочу сказать, что, понимаете, они новые. Они на сегодняшний день могут, вот, имея совершенно новое мировоззрение, новые знания, новые навыки, новое видение, понимаете, они могут сделать вот ту страну, которая должна соответствовать 21 веку. Вот. И мне кажется, что с этим тоже проблема вот в нашей стране, потому что, видите как, если раньше можно было сказать, что я вообще стою за любую молодежь, сегодня я бы так сказала, вы знаете, к сожалению,
вот под крылом тех, кто был, будем говорить, культивирован, создан вот той старой системой, которая обанкротилась, которая сломалась. Понимаете, к сожалению, молодежь сформировалась не та, вот та, которая была под крылом, а та молодежь, которая подверглась новому. Вот я даже была вот в Национальном университете, Киргизско-европейский факультет. Это новые люди. Или вот у нас различные какие-то международные университеты. Или, допустим, Турция тоже готовила наших, Америка, Европа. Вы знаете, они сегодня состоялись. Им где-то лет по 36 и также где-то под 40. И вы знаете, это не только касается Канады, это не только Франции, это есть и у нас, понимаете, Ирландия. И вот что касается... Есть, да? Да, безусловно. И сегодня нужно, чтобы эти ребята пришли к власти, потому что, дорогие, вы знаете, как сделать наше общество успешным, счастливым, понимаете? И вот если вот, допустим, вот когда вы говорите, вот, выходец из Индии или там, скажем, еще какой-то опыт в Сербии. Ну, сейчас депутатом парламента Великобритании станут выходцы из Палестинки. Да? Да. Она стала. И вот я просто что хочу сказать, что это вот, как бы, мне кажется, опыт, так сказать, каких-то продвинутых стран, а нам не надо бояться. Я вот сама знаю, что, вы знаете, симбиоз вот такой, когда вы используете различные, так сказать, подходы, различные там, допустим, точки зрения и пытаетесь соединить. Вы что, это же креативно. И, как правило, результат очень продуктивный. Хорошо, Камила Чубаевна, спасибо за столь откровенный ответ. В программе «Дюйно Дюбертю» политик Камила Шашикеева. У меня тогда контраргумент вам. Вот вы сказали, что все-таки это феномен появления новых лидеров. Там, в США мы обсудили, ну, в Ирландии, во Франции приход Макрона, да, в Сербии, возможно, может быть, и в другой части Европы, мира. То есть новое поколение, которым нет 40, это совершенно другой генерации люди. Да? Но есть контраргументы экспертов, которые пишут, что в принципе победа Макрона это просто хороший маркетинг, как и любой другой сорт йогурта продали. Просто человек, которого никто не знал 2 года назад, ну просто грамотные специалисты подошли, упаковали, представили, знали, что хотели граждане страны, умело так сделали и нашли, он победил. Что касается новых молодых элит, которые приходят во власти, некоторые считают, что вот на пространстве СНГ, что приход молодых без изменения системы не приведет к изменению ничего, потому что просто ребята будут на более другом высоком уровне заниматься коррупцией или принимать некомпетентные решения. Как вы к этому относитесь? Они не правы или все-таки где-то истина где-то посередине? Ну, я вам, во-первых, сказала, да, уже, что, понимаете, я уже, вот молодежь, ну, опять-таки, для кого-то молодежь, для кого-то уже старше, наверное, ну, вот возраст 36-40, да, и так далее, понимаете, там, к сожалению, в нашем обществе сформировалось и другое, коррумпированное тоже, к сожалению. Ну, я и сейчас вот не про нас, я общее говорю, да. Но в целом, вот опять-таки, вот, ну, не знаю, всегда идет спор. Вот, как бы, оправдывают ли средства сам результат, цель, да, ну, это цель, как у Макиавелли, да? И так далее, цель и так далее, да, потому средства, что в конце концов, я не знаю, мы же обожаем там Стива Джобса, а выясняется, что Стив Джобс, он там тоже, он что-то там такое вот, какие-то коррупционные схемы тоже там выполнял и так далее, и дальше, но все равно в результате вот все, что там Apple сделал, и он практически бог, да, для многих. Я думаю, что вот что касается вот предвыборных дел, да, ну что делать? Это практически, я не знаю, можно ли назвать там наукой, потому что манипуляции, какие-то методологии используются. Но до сих пор вот что происходит, вот мне кажется, больше положительного про Макрона, вот то, как он себя ведет, то, как он однозначно выражает интересы французов. Мне то есть все-таки он личность, да? Он не продукт. Он личность. Он однозначно там. Личность, потому что, так сказать, он старается. Где-то получается, наверное, где-то не получается. Но это нормально. И
В любом случае, я надеюсь, что у них не было никаких проблем с, там, скажем, с АСУ, с компьютерами, с чем-то, что у него, он прошел, потому что французы за него проголосовали. А все. А это самое важное, потому что демократические выборы – это когда честно просчитали то, что просчитали, а как кого убедили, ну что теперь делать? В конце концов, я не знаю, я бы тоже, наверное, вот если бы сравнивать, там, допустим, Марин Ле Пен и его, не знаю, мне кажется, несмотря на то, что вот много, наверное, каких-то таких сторон лидерских у Марин Ле Пен, вот, многие же просто уважают вот то, как она могла отца вывести из партии, и как она могла нормально запрещать там то или это высказывание или критиковать. Все о чем-то таком тоже вроде положительном говорит, но народ, я думаю, что взвешивал. Спасибо. Вот все-таки, если брать так, все-таки политтехнологии достигли такого уровня, что, в принципе, могут создать имидж любому политику сейчас в 21 веке, да? Если он имеет средства, имеет личные какие-то качества, и могут создать моделируемый имидж, да? Политику, чтобы вот образ лидера, который, в принципе, может быть и нету, но создают. Мы это уже видели на протяжении истории, особенно недавней, вот 25-летней. Да? Второй вопрос. Мы же все-таки должны исходить из реального имиджа. Да? Тот политик, который реально его качество как лидера, да? И который знает политическую ситуацию в стране, в обществе, да, в мире. Не думаете ли вы, что вот сейчас такое время наступило, ну вот начиная с Трампа, что приходят несистемные политики, раз к руководству. Они обладают хорошим таким потенциалом, именно риторикой политической, умеют себя вести на публике, но в результате у них ничего не получится. Просто время такое, нужно переждать. Может быть, это правильно или нет? Как вы думаете? Или это не случайно? Вы знаете, я думаю, что все равно, вот если, допустим, страна демократическая, да, то ну что же, может прийти к власти какой-то очень успешный, очень эффектный товарищ, или может прийти менее, так сказать, успешный, менее, допустим, харизматичный товарищ, потому что все равно, мне кажется, вот вес такой вот политический лидера, он разный, он просто разный. И, к сожалению, такое часто бывало, что и авторитарный приходит к власти, потому что, не знаю, вот то, как мы относились, когда у нас развалился Союз, и мы ездили в Турцию, вот в Турцию особенно Тургута Озала, если возьмете, да. Вот. Пусть даже вот и Демирель дальше и так далее, и так далее. Но кто думал, что будет Эрдоган, и что в Турции, в конце концов, вот придет к сегодняшнему состоянию. Вот. И вообще, что сегодня происходит, я позавчера, что ли, когда слушала новости опять, смотрю, Венесуэла, Мадуро, да, и тоже это вот как болезнь, как эпидемия. Вот Эрдоган себе конституцию поменял, вот чтобы вот вечно сидеть. Вот слушайте, а тут Мадуро, ты же Уго Чавеса, ты же вот его там ставленник и так далее, и так далее. А зачем ж нарушать конституцию, которую тот вел? Она и так была нормально авторитарной. Вот. Но получается вот эта тенденция, хочу сидеть и хочу бесконечно сидеть, вот, к сожалению, это вот, да? А вы знаете что? Я где-то даже читала, вот, что с точки зрения психологической, вот у этих людей есть какой-то, понимаете, комплекс неполноценности. Вот все, кто сидят бесконечно и не могут без вот этого, получается, что там проблемы какие-то есть. Потому что я не знаю, вот то ли потому что, когда ты находишься на этой должности, как мне так понравилось, этот Жириновский как-то сказал, говорит, вот если там знаешь, но уже не можешь, там, это ты тренер, ты можешь там знать, но уже там чего-то там не уметь говорить, но научить ты профессор. Но самое главное, ты можешь не уметь, не знать и так далее, но можешь наказать,
потому что они такие-сякие, неправильно. Ты президент. И вот понимаете, как бы вот это вот превосходство, что я тут главный, и, так сказать, больше он не сможет быть в другой позиции. Вы когда-нибудь слышали, вот, когда премьер-министры или министры вот сходят с позиции, слушайте, они не могут вернуться к простому народу. Вы понимаете? А с чем это связано, как вы думаете? А это связано интересно, получается, вот с этой, вполне возможно, чувство там неполноценности, какие-то проблемы. Потому что ты чему учил народ? Ты же говорил, что народ, ты делай вот это, вот это. Причем у народа нет вот такой власти, полномочий, как у тебя. А потом ты сходишь с этой позиции и дома сидишь. Вот мне вот это непонятно, потому что я всегда помню, что я учитель. Если что, я иду учить. Все. Вот. И мне кажется... А здесь или вернуться обратно в политику, да? Или... И вы эту тенденцию должны видеть. Против чего я бы хотела тоже стоять. Потому что народ, давайте-ка так. Учишь народ жить, а попробуй-ка пожить как народ. Потому что, к сожалению, в нашем обществе, когда вот я сейчас смотрю, просто вот, так сказать, езжу и встречаюсь с народом, причем не по каким-то вот своим сейчас этим амбициозным планам, а по-другому. Я просто вижу, что у народа плохое настроение. И вот цитата Генри Торо, что большинство людей живет в тихом отчаянии, на сегодня это так соответствует действительности в Кыргызстане, потому что мы должны поднять настроение народа. Мы должны найти, что сегодня нужно, а это, скорее всего, работа. Потому что работа – это смысл. Самое главное. Да? Да, конечно. Хорошо, спасибо. В программе «Дюна Дюберту» политик Камила Сашикеева. Тогда такой вопрос. Как вы считаете, вот все-таки лидеру 21 века, какими должен качествами обладать? Вот основное качество есть, одно-два можете назвать? Ну, это будет Европа, Америка, Центральная Азия, неважно. Вот какими наиболее качествами должен обладать политический лидер, чтобы вытащить свою страну вперед? Ну вот я хочу сказать, что это должен быть такой лидер, который может создать свободное общество. Потому что только в свободном обществе люди понимают, что ты зависишь не от кумтора, от золота, да, а ты должен работать головой и работать руками. То есть ты должен быть достаточно креативным, и ты должен уметь что-то создавать. Вот. Далее, мне кажется, у нас номер один и во всем мире честность. Вот просто честность. Вот такая честность, которая, понимаете, вот хотите прям спрутом должна окутать тебя, вот, из тебя просто должно, вот понимаете, вот ощущение должно быть просто прет вот этой честностью. И само общество должно к этому привыкнуть. И мы должны тоже однажды стать, вот знаете, какими? Я вот однажды ехала из, так сказать, через Урумчи на Тайвань. И я увидела разницу, понимаете, китайцы и китайцы. То есть свободный китаец, это он тоже, он таким становится каким-то наивным, потому что он честный, потому что часто, вот как вот люди воспринимают, когда общество нечестное и какой-нибудь там честный появляется, что ты как-то выглядишь наивно, и даже, может быть, тебя как-то каким-то простачком, может быть, дурачком даже считают. Вот, понимаете, мне кажется, это должен быть такой человек. Это должен быть человек, способный на риски, потому что только такой лидер может привести к какому-то прогрессу. Это человек, который несет ответственность за все решения, которые он принимает. И в этом смысле я делю любых руководителей на руководителей первого ранга, то есть и второго. Потому что есть куча руководителей, которые, на мой взгляд, являются просто исполнителями. Вы к ним подойдете, они ничего не могут решить. Вы от их осторожности заснете. А вот есть руководитель, который говорит: решение принято, это разумно, все, потому что я слышу аргументы. И мне кажется, вот наше общество, вот даже будучи бедным, да, если мы сумеем здесь культивировать вот рационализм, логику, разум, увидите, нас будет принимать мир. Поэтому на сегодняшний день куча там можно, вы знаете, вот вы то, что перечисляли, там все играет роль. Но у нас вот
честность должна быть. Еще любить людей. Понимаете, ты должен любить людей. И ты должен стать слугой, рабом для людей. Вот. И не, знаете, когда люди идут на работу, я не препятствую вот, им идти, так сказать, на работу или ехать на работу. Они не должны опаздывать из-за меня. Хорошо, спасибо. Вы сейчас интересную тему затронули. В свое время Томас Джефферсон, один из основателей США, Декларации независимости, он в свое время говорил, что искусство управления состоит в искусстве быть честным для Америки. И он говорил, что президентом США может быть любой человек. Но он должен соответствовать двум качествам. Первое качество – это он должен быть патриотом своей страны. И второе качество – он должен решать правильно кадровые вопросы. Тогда страна будет активно развиваться. Это он говорил примерно 200 лет назад. Да? Вот они, эти слова до сих пор остаются актуальными. И то, что вы говорите, что есть лидеры нерешительные, есть решительные. Да? Был такой выдающийся политический социолог, итальянский Вальфредо Паретто, который в свое время вывел такую формулу, что элита или лидеры в своей стране могут вести себя двумя типами, как львы и как лисы. Лев, он такой прямолинейный, решительный, такой вот жесткий, он все наиболее сложные вопросы решает очень решительно, быстро и так далее. Но лисы – это другой тип лидеров, которые принимают решения очень сложно, они все рассчитывают, там, продумывают, мягко, там, согласованно и так далее. И Вальфредо Паретто в свое время говорил, что эти два типа нельзя оставлять одинаково, то есть нельзя полностью, чтобы руководили страной или были лидерами только лисы или только львы. И он приводил такой пример, что если во главе стоит лев, человек решительный, принимающий быстрое решение, как проводить реформы или какие-то проблемы решать, то исполнителями должны быть лисы, которые, смягчая действия, они доведут это решение до правильности. Если лидер лиса, то, соответственно, исполнители должны быть львы. Вот к вашим этим словам. Как вы думаете, вообще вот сейчас эта система работает вообще, или она должна быть все-таки другой совершенно человек, других качеств обладать? Он должен себя и качество льва, и качество лисы обладать. Как вы думаете? Вы знаете, вот мне все-таки кажется, вот на сегодня, да, поскольку лиса – это хитрость, это лукавость и так далее, и часто, понимаете, мы настолько уже утонули вот во вранье, что иногда думаешь, Господи, мне бы вот такой вот тот, кто прямой, потому что с ним легче и так далее, и так далее. Потому что, опять-таки, когда вот исполнитель, вот ты лев, а там исполнитель лиса, вы знаете, вот можно же вот просто замять какие-то вещи. Можно их просто не исполнить, потому что вот там, вот, понимаете, тихо еще, и там будет такое, что вот моя же функция вот такая. Вот. Мне, знаете, что нравится вот то, что вы сказали про Томаса Джефферсона. Мне кажется, сегодня очень актуально, чтобы пришел настоящий патриот вот нашей страны. Вот не тот, который опять, вот понимаете, я всякий раз переживаю вот за административные ресурсы и так далее, потому что мне кажется, когда вот это происходит, да, вы знаете, это не патриот, это даже, по-моему, предатель. Потому что я боюсь, что когда используются всякие административные ресурсы и так далее, мы же предаем свой народ. Мы же практически не даем ему выбрать. Трамп же патриот получается. А? Трамп же патриот получается. Он говорит, сделаю снова Америку великой. Вернем величие Америки. Да. Но он же патриот. Но вы видите, он же все равно, он выражает интересы определенной части. Потому что, вы думаете, я не знаю людей, которые поддерживают Трампа? Я знаю, они поддерживают. И он им нравится. А вы знаете, я как с ними работаю. Вот мне нужно сегодня, чтобы началось строительство в Токмаке. Потому что вот у АУЦА построен кампус. Теперь нам нужно это. Да, и ты работаешь. Хорошо. У нас программа «Дюйна Дюберты» уже завершается. Последний вопрос. Я хотел бы знать, вот как политика Камила Шашкиева, личный вам вопрос. Все-таки вы в политике или как бы вступаете в политику? У меня такой вопрос. Все-таки есть такой классический вопрос для всех политиков, тем более на пространстве СНГ. Как вы считаете, политика – это грязное дело? Или бывает чистая политика? Все-таки многие философские, политологические школы говорят, что все-таки политика – это слишком человеческое. И вообще это грязное дело. Как вы к этому относитесь? Я вот думаю, что
Понимаете, в то время, когда мы допускаем, допустим, а еще допускаем систематически людей, которые вот эту сторону усиливают, и политика становится грязным делом, понимаете, мы сами оказываемся вот в этом дерьме в результате. То есть, получается, допуская людей, у которых, например, узкое понимание того, как мы должны развиваться, и, так сказать, не позволяя или не стимулируя, допустим, молодежь, а мне бы хотелось, вот чтобы молодежь понимала, что ты работаешь, запомни, ты тоже должен себя подать однажды. Если сам себя не подашь вот на, допустим, эти руководящие позиции, вот тогда будут те, которые превращают политику в грязное дело там сидеть. И тогда мучайся, как выйти из этой трясины, из этого болота. Лучше, дорогие, нам всем принимать решения и говорить, что за страну несем ответственность все мы. И не нужно, так сказать, бояться. То есть вы верите, что все-таки политику можно сделать чистую, да? Абсолютно. Абсолютно. Спасибо вам. Потому что вы перечислили и Джефферсона, и Кеннеди, и ту же Тэтчер. Мне кажется, что вы... Есть примеры, да, в истории? Ну, абсолютно, абсолютно. Спасибо большое. На этом программа «Дюйно Дюберту» завершается. У нас в гостях сегодня была политик Камила Шишикеева. Мы говорили о феномене политического лидерства в 21 веке. Какими качествами должен был обладать. Спасибо вам за столь откровенный и содержательный разговор. Спасибо До свидания. большое.